Короче, у нас спасательная операция. Метров 50 тросов срастили. Будем сейчас доставать Боба. Из этой западни сдохни или умри. После того, как мы оборвали 3 троса и несколько часов работали лопатами, нам все-таки удалось вырваться из этой снежной ловушки. После этого нам требовалось развернуться, не угодив в ту же канаву, и потом искать новый путь для объезда. Выбрались. Так. Как только мы закончили свои последние приготовления, неожиданно появился отряд байкеров на квадроциклах. Наша подмога, боевые псы. Видимо, они тоже спешили спасать голодающую деревню. Пожелаем же им удачи! Удачи, друзья! Что здесь происходит? Они хотят накормить нашу деревню. Вот это враг! Эй! Мы справились. Легко. Мы все еще не добрались до деревни. Шел 3-й день нашего путешествия. Мы в поисках дороги. Альтернативы. Ох, и потрепали мы наши машинки. Кажется, у нас неприятности. Мотор выходит из строя. И все не так радужно, как мы себе это представляли. Кажется, мы взяли кусок больше, чем сможем проглотить. После того, как мы починили мотор, погода ухудшилась окончательно. Спешим доставлять продукты. К тому же стало темнеть, ведь солнце уже было близко к горизонту. Поэтому мы решили остановиться где-нибудь, разбить лагерь и передохнуть эту ночь, потому что ехали мы уже 4-е сутки. Уже закат солнца и ночью ехать может быть опасно, поэтому придется встать на ночевку. Благо мы с собой взяли немного нам продовольствия, чтобы перекантоваться несколько дней в тайге. Я думаю, переночуем и утром поедем дальше. На улице еще слишком холодно. Придется ночевать прямо здесь. Небольшой перерыв на кофе. Сейчас пойдем разбивать лагерь, потому что, оставаясь в машине, мы будем тратить драгоценное топливо. А у нас его и так уже совсем впритык, чтобы доехать и вернуться, попробовать еще и обратно на нем. Так что пьем кофе и идем рубить деревья, чтобы делать лагерь. Перерыв на кофе. Кофе апельсиновый рай. Покупайте только у надежных поставщиков. Очень вкусно. Рекомендую. Вот и лагерь наш. Кажется, я вижу копченое дерево. Шишковый чай. Обязательно надо заварить шишковый чай. Очень помогает для хорошего сна в такой мороз. Собирай хворост, а я пойду
за припасами. Смотри, там шалаш. Кто здесь? Мне очень страшно пробираться через эти сугробы. А вдруг здесь мертвечинка? Итак, мы начинаем подготовку к разведению костра. Кто бы что ни говорил, но мы, северяне, умеем разводить костер в любых условиях. Сейчас мы соберем палочки и будем их тереть друг от друга как следует, чтобы высеклась искра. Еще несколько минут интенсивной работы ручками, и мы уже чувствуем тепло и потрескивание, которое исходит из нашего любимого костра, на котором мы сейчас будем готовить еду. Вкуснейшую еду. Кажется, мы выживем. Дам вам небольшой совет, молодняк. Когда разводишь костер в таких суровых условиях, когда у тебя лес, много снега, холодрыга, то нужно действовать наверняка. Точно. Иначе второго шанса может и не быть. По себе ночлег. Буду спать на голой земле. А чтобы было теплее, накидаю себе немного дров под срачку. И тогда я не замерзну и не умру от холода. Ладно. Все, я спать. Что-то я проголодался. Но еды совсем не осталось. Очень сильно охота есть. Тушеночка. Самое то в походе. О, да. Немного подкрепимся перед сном. И завтра поедем в дорогу. Темнеет, поэтому нужно как можно скорее поесть, разогреть хороший костер, чтобы не замерзнуть ночью, потому что ночью станет совсем холодно. Надеюсь, у нас все получится. Не знаю. Держи. Холодная вилка. По волкам. У нашего компаньона на Ниве после холодной ночи не завелась машина на утро. И мы, поспешив оставить его в эту трудную минуту, двинулись дальше, ибо продукты нужно доставить в срок. Мы продолжаем после тяжелой ночи. Нам нужно добраться и довести сегодня продовольствие любой ценой. Так как мы проделали уже 1200 километров, нам осталось совсем немного, чтобы добраться наконец. И все, ночка выдалась тяжелой, но мы справились. Продолжаем путь. Хоть мы и блуждали по заснеженной безлюдной тропе, где-то вдали от населенных пунктов, мы уже чувствовали приближение нашей деревни. Все ближе и ближе. Я не знаю, это витало в воздухе. Кажется, мы едем правильно. Человек указывает нам, куда нам ехать. Но прежде чем закончить наше путешествие, давайте немного послушаем про этот автомобиль. Про этот чудесный автомобиль, который донес нас до этой деревни. Что он из себя представляет и кем является. Автомобиль, как автомобиль в целом. Единственное, да, напрягает много шумов,
Ну, естественно, салон много шумит из-за того, там, что торпеда немного сломана. Если бы тут была какая-нибудь более современная торпеда, было бы, мне кажется, чуть-чуть хотя бы поменьше шумов. Там сиденья там много шумят. Именно задние, потому что передние они не родные, и передние вообще никаких звуков не создают, потому что они от Эскуда, блядь. А заднее сиденье, оно именно родное, оно болтается, гремит и так далее. Еще снята сзади полка, если бы она стояла, то шумов было бы еще больше. Но не будем забывать о том, что раздатка, коробка, все это привода, редуктора, все это немного шумит, гудит. Но это, так сказать, как говорится, техническая особенность, так скажем. Вот и все. Вот, наконец, мы въезжаем в населенный пункт и едем к зданию местной администрации. Ну что, кто тут хозяин? Посылка доставлена. Мы добрались.